Суфийская культурная традиция, составлявшая основу мировоззрения башкир и других народов мусульманского Востока, на протяжении многих веков поддерживалась не только отдельными личностями из числа религиозных подвижников, но целыми поколениями шейхов, принадлежавших одной фамилии. Они оставили богатое духовное наследие, которое сегодня активно изучается. К таким семьям принадлежал род Кииковых. Поистине нет пророка в родном отечестве. Гали Сокорой, говоря по-башкирски, он же Али Аль-Чукури, если говорить литературным языком XIX века, и его сын Арифулла на многие десятилетия были преданы забвению. Однако, как говорят, шило в мешке не утаишь, а правда рано или поздно становится достоянием гласности. Сегодня их творчество активно изучается как башкирскими, так и зарубежными учеными. В сегодняшней передаче мы предлагаем вашему вниманию взгляд современных исследователей на их жизнь и творчество. Из книги германского историка Михаэля Кемпера «Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискус под русским господством». Мухаммад Али бен Салих бен Абдаллах бен Шариф бен Киик Аль-Чукури принадлежал к старинному благородному роду. Чукури чувствовал свою принадлежность к башкирскому племени Иректы. Его предок в 20-м колене Майкы-бей был военачальником у Чингисхана. Из книги американского исламоведа Алина Франка «Исламская историография и булгарская идентичность татар и башкир в России». Мухаммад Али ибн Салих ибн Абдаллах ибн Шариф ибн Киик Аль-Чукури Аль-Булгари родился в 1826 году в деревне Иске Чокор-Бирского уезда Уфимской губернии. Он родился в семье богатых башкир с традициями служения российскому государству. Его прадед Шариф был старшиной и был награжден в 1774 году Екатериной II за преданную службу, предположительно, в борьбе против повстанцев в Пугачевском восстании. Старшина Иректинской волости Шариф Кииков на самом деле в годы Пугачевщины сражался на стороне правительства. За свои заслуги в подавлении восстания он был награжден Екатериной медалью, позолоченной саблей, получил офицерское звание прапорщика, а его внуки были возведены в дворянское сословие. Гарифулла Кииков, оказывается, переписывал многие документальные материалы, переводил с русского языка документы. К примеру, он приводит в одной из своих записей медаль, золотой медаль, даренный императрицей Екатериной II, его прадеду Шарифу Киикову. Башкирского войска старшина, главный Шариф Кииков, жалован сей медалью за верность и за храбрость, за его службу 1774 год. Согласно ревизии 1850 года, Мухаммед Али Аль-Чукури был вторым сыном Мухаммед Салиха Абуловича Киикова, у которого от 2 жен было 6 сыновей и 4 дочери. У самого 22-летнего поэта в 1850 году имелась жена 19 лет по имени Марфуга Джамаладдинова. Из книги американского исламоведа Алина Франка «Исламская историография и булгарская идентичность татар и башкир в России». С 1833 по 1847 годы Чокрей учился в разных медресе в Бирском и Мензелинском уездах. В 1849 году Чокрей обучался в Бухаре, но смерть отца в том же году заставила его вернуться в Башкирию. Между 1849 и 1852 годами он посещал медресе Хариса ибн Ниматуллаха Тукаева в Стерлибашево и преподавал там некоторое время вместе с другим своим одноклассником, суфийским поэтом Шамсаддином Заки. В 1852 году он вернулся в свою родную деревню, чтобы быть имамом. Он совершил хадж 4 раза, первый раз в 1872 году. С
сказать, что духовная культура дореволюционного Башкортостана была неразрывна с суфизмом, мистическим направлением ислама, значит не сказать ничего. Ибо суфизм не просто вошел в жизнь мусульман Урала-Поволжья, он был сутью их внутреннего мира, основным способом рефлексии и постижения окружающего мира. Когда суфизм был выброшен из нашей жизни, вместе с ним ушла и многовековая культурная традиция башкирского и других тюркских народов, для которых это обернулось настоящей цивилизационной катастрофой, ибо ему не было найдено равноценной замены. Суфизм ушел. Огромное литературное, историческое и философское наследие мертвым грузом пылится в библиотеках, являясь достоянием лишь специалистов. А в XVIII и XIX веках любой поэт, писатель и даже маломальски образованный обыватель был включен в контекст местной культуры и обязательно состоял в каком-нибудь суфийском братстве. Не составлял исключения и Али Аль-Чукури. Его отец, Мухаммед Салих Кииков, был членом суфийского братства Накшбандия Муджадидия. Как пишет Михаэль Кемпер, он практиковал тихий зикр. Эту же традицию воспринял от своего отца и сам Али Чукури. О его жизни рассказывает небольшая книга под названием «Айн ар-Рида Китабы», то есть книга, открывающая источник довольства, написанная его сыном Арифуллахом, опираясь на которую Михаэль Кемпер пишет. Первым шейхом, к которому он присоединился, был Мухаммад Мурад аль-Бадахшани, низба которого указывает на регион Бадахшана. Духовная линия Аль-Бадахшани отражает широко разветвленные связи тогдашней Маджадидии. Она ведет к Шах-Гуламу Али ад-Дихлави из Индии. Со своей стороны Дихлави через многие силсила был связан с Ахмадом Серхинди. Ахмад Серхинди жил в Индии при дворе династии великих моголов во второй половине XVI века. Он резко выступил против шаха Акбара, пытавшегося создать синкретическую всемирную церковь из смеси всех религий. Серхинди привел суфийскую догматику в соответствии с исламским правоверием. Он был автором концепции «Вахдат аш-Шухуд» – единство свидетельства. Можно привести аналогию с картиной художника. Например, художник отсутствует, известный художник, но по картине мы можем сказать, это картина такого-то художника. И поэтому и в явлениях окружающего мира он Бог есть. То есть это не говорит о том, что вот он буквально Бог вселен как бы в камень, в дерево, но тем не менее по явлениям окружающего мира мы можем сказать, Бог вот он. Так же, как, например, когда мы видим картину известного художника, вот по этой картине мы можем говорить о художнике. И в этом как раз, вот, наверное, вот через такие вот аналогии, примеры мы можем понять вот, идеи арабо-мусульманских философов, когда они утверждали одновременную имманентность и трансцендентность Бога окружающему множественному миру. Именно поэтому Ахмаду Серхинди был присвоен почетный титул «Муджадид Альф-Ас-Сания», то есть «Обновитель второго тысячелетия». К нему возводили свою сисилу, то есть цепь духовной преемственности Аль-Чукури, его сын Арифуллах Кииков, а также последний великий шейх Урала-Поволжья Зайнуллах Расулев. При оценке деятельности суфийских мыслителей надо исходить из того, что суфизм вообще это как бы духовный атлетизм. Аль-Газали, который говорил, что суфизм это не книги, это в первую очередь амаль, то есть деяния, именно богоугодные деяния. Михаэль Кемпер пишет: Чукури, благодаря своим многочисленным суфийским упражнениям, уже в молодости имел различные видения и даже смог совершить некоторые исключительные чудесные поступки, которые вполне сопоставимы с милостивыми чудесами старых мастеров. Что касается его литературного творчества, то, как пишет Ален Франк, Али Чукури известен как один из самых плодовитых суфийских поэтов Волго-Уральского региона XIX века, но также как автор многих прозаических произведений. Некоторые его работы были опубликованы еще при жизни. Наиболее известное стихотворное произведение Аль-Чукури называется «Шамзаззия» – «Сияние свечи». Среди других значительных работ комментарии к произведениям таких выдающихся суфиев, как Юсуф Бакыргани и Аллахияр. Он был
последователем поэтов суфиев, известных поэтов суфиев Аллайяра Суфи и других восточных суфиев. И многие произведения его пронизаны суфийскими мотивами. Из исторических трудов наибольшую известность получило его сочинение «Тарих и Булгария Яки Такриб и Гари», являющееся комментарием к популярной в Урало-Поволжье истории Булгарии Хисамиддина бен Шарафуддина. Чтобы понять значение истории Булгарии Хисамиддина бен Шарафуддина, а следовательно значение комментариев Чукури в общественно-политической и исторической мысли Урала-Поволжья, нужно всегда иметь в виду, что эта работа положила начало целому литературному жанру «Таварих Булгария», то есть булгарских историй, в котором сплелись воедино собственная литература, генеалогия, история и агеография, то есть жития святых подвижников суфизма. Написана она была предположительно в 1551 году, то есть за год до взятия Иваном Грозным Казани. В ней есть упоминание об Уфе, что противоречит еще совсем недавно всеми принятой датировке нашего города – 1574 годом. Согласно истории Хисамиддина, Уфа существовала еще до вхождения Башкортостана в состав русского государства. Однако произведение булгарского писателя пестрит позднейшими интерполяциями, сделанными в XVIII и XIX веках неизвестными переписчиками, что порождает сомнения у современных исследователей относительно аутентичности данного источника. Критический анализ творений Хисамиддина, сделанный Али Аль-Чукури, выявляет уровень его исторической подготовки. Он, например, отвергает как легендарную историю об обращении жителей Булгары в ислам с подвижниками посланника Божьего Мухаммеда. Согласно преданию, рассказанному Хисамиддином, еще при жизни пророка в Волжскую Булгарию прибыло 3 его последователей, сахабов из Медины, и обратили в ислам жителей страны. Али Чукури, обнаруживая знакомство со знаменитой запиской Ибн Фадлана, доказывает, что этого не могло произойти в 9 году хиджры, как утверждает Хисамиддин, а только в 39 году или в 922 году по христианскому летоисчислению, когда в Булгарию прибыло посольство багдадского халифа Аль-Муктадира. В истории Хисамиддина описывается война эмира Тимура с османским султаном Махди. Тимур побеждает последнего и захватывает Стамбул. Али Чукури опровергает булгарского автора, говоря, что, во-первых, Тимур сражался не с султаном Махди, которого не было и в помине, а с Баязидом Молниеносным. Во-вторых, Тимур не захватывал Стамбула, который тогда под названием Константинополя еще принадлежал византийцам. Но самое главное, он обрушивается с критикой на Хисамиддина за его дифирамбы в адрес среднеазиатского завоевателя, который изображается борцом за веру и исламским героем. Башкирский поэт обнаруживает хорошее знание истории, когда осуждает Аксак Тимура, то есть Железного Храмца, за разорение Булгара, Анатолии, Сирии и других мусульманских земель, ведь именно Тамерлан нанес Золотой Орде смертельную рану, после которой некогда могущественное государство не смогло уже оправиться. Русское завоевание Булгара и других областей Улуса Джучи он считает следствием его разрушительной деятельности. Неизвестно, как повернулась бы история, не будь проклятого Храмца. Несмотря на свои фактологические ошибки, Хисамиддин был выразителем булгарской идентичности. У него были многочисленные последователи в Казанском крае и Башкирии. По их представлениям, эпоха Булгарского царства – это золотой век исламской культуры, погибший под ударами татарских орд Батыя, а затем Тамерлана. Это хаотичная монгольская стихия, враждебная упорядоченному божьими законами миру булгар. Ярким выразителем булгарского сознания был Батыршах Алиев, идеолог башкирского восстания 1755 года, призвавший всех мусульман Урала-Поволжья, башкир, мишарий, типтярий, казанских тюрков, являющихся, по его мнению, булгарами, к священной войне. И не его вина, что в защиту булгарства оружие подняли лишь горные башкиры.
Ален Франк пишет, булгарская идентичность появилась в середине XVIII века и изначально была такой, какой могла бы объединить эти в корне различные мусульманские общины в контексте социального и политического протеста. Протест можно было выражать двояко, либо вооруженным путем, как это делали башкиры, либо методами пассивного сопротивления, выражавшегося в виде самоизоляции, то есть в полном отказе от каких-либо контактов с неверными. Михаэль Кемпер пишет, в отличие от оппозиционных и думающих о сегрегации ученых-поэтов, как, например, Абдрахим аль-Булгари, Чукури считает необходимым принять этот файт аккомпли, свершившийся факт. Только так возможно экономическое процветание, мирное развитие образования, а через это усиление мусульманской идентичности в меняющихся обстоятельствах XIX века. Однако наряду с булгарской идентичностью Али Чукури манифестирует горячий башкирский патриотизм. Интересно, как они сочетались друг с другом. Видимые противоречия разрешаются довольно легко. В свою булгарскую идентичность он никогда не вкладывал этнического смысла. Свое горячее национальное чувство он никогда не смешивал с чувством культурной принадлежности. Булгаризм – это наднациональный слой суфийской культуры, ведь суфизм, как и ислам, универсален. Однако коранический аят «Мы сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга» подводит основу под его башкиризм. Он не пытается доказать генетическую преемственность между булгарами и башкирами. Как это делает один из апостолов булгаризма, башкирский шейх из рода Айле Тадж-ад-Дин Елчигул аль-Башкурди. Хотя определенные основания для этого есть. Башкирские племена Биляр и Гайна считают себя выходцами из Волжской Булгарии. Али Чукури проводит четкую грань между племенной и культурной сферами. В Казани, в Казанском университете хранится также поэтические шаджары ирактинских башкир, составленные еще будучи шакирдом Гали Сухурием, когда он учился еще в Стерлибашевской медресе. Вообще поэтические изложения истории рода – это явление очень редкое в мировой истории. У нас, у башкир, довольно это было развито. Мы знаем поэтические шаджары у сырганских башкир и некоторых других родов, но они написаны в основном в стиле народных песен, народного эпического произведения Кубаир. Стихотворные шаджары Гали Сухурия написаны в стиле письменной поэзии Востока. Таю саях улан баба, келеп урал дигән тагга, мәкәм тоткан мияч таба, нәһәрен саулап сарпай. Йорт ил салып биләп йортлар, мияч буенда башкортлар, безә ансап булыр анлар, кара табын улан сарпай. В XVI веке группа башкир рода Кара-Табын переселяется из Зауралья на границу с Казанским ханством и поступает на службу к хану Сахиб-Гирею, который нуждался в надежных воинах. На новом месте каратабынцы получают прозвание Иректе, то есть люди, несущие службу в крепости. Сегодня эти две группы башкир-иректинцев проживают в двух районах двух соседних республик – в Татышлинском районе Башкортостана и в Муслюмовском районе Татарстана. В последнем они населяют селения Митряево, Миля-Тамак, Шарипова, Нарат-Асты, Варяж-Баш, Именле, Верхний и Нижний Табын, Салаус, Тамьян и другие. Факт происхождения башкир-ирактинцев, в том числе и предков Али Чукури из Зауралья, является еще одним доказательством искусственности булгарской идентичности, так как в Зауралье была своя, отнюдь не булгарская, а география, иная версия исламизации. Там святыми ислама являются либо багдадские, либо среднеазиатские проповедники. Ведь и сам орден Накшбандия, которому принадлежали все сторонники булгаризма, восходит к Бахаддину Накшбанду, жившему в Бухаре. Исторические памятники говорят в пользу того, что, по крайней мере, для центральной, восточной и южной Башкирии святыми ислама были выходец из Туркестана Хусейнбек, чей мавзолей стоит в Чишминском районе,
или шейх Мухаммад Рамзан Аль-Ауш, чья могила высится на горе Ауштау в Учелинском районе. Поэтому булгаризм Али Чукури носил ментальный характер, являясь политической надстройкой к его этническому базису. Но так или иначе, все мы являемся теми, кем себя считаем. Михаэль Кемпер пишет: в своей превосходной поэзии он не только выражает готовность к мирному совместному проживанию с русскими, но и формулирует решительный булгарский патриотизм мусульман Поволжья и Приуралья в условиях русского господства. Произведение Чукури демонстрирует его непоколебимую веру в культурный и общественный потенциал мусульман Российской империи. В 1889 году Али Чукури покинул этот бренный мир. Его жизнь нельзя было назвать легкой. Всю жизнь, чтобы прокормить свое семейство и иметь возможность содержать мечеть и медресе, ему приходилось промышлять рубкой леса и содержанием пасеки. Он умер, оставив после себя многочисленных учеников, самым достойным из которых был его сын, разрушивший известную истину о том, что природа отдыхает на потомках гениев. Арифуллах продолжил подвижническую деятельность отца, стал не менее известным суфием, поэтом и историком. Гарифуллах Кииков из 5 сыновей Гали Сухроя был самым одаренным, я хотел бы сказать. Его младший сын, он еще при жизни издал 2 книги в 1900 году, 1903 году, опубликовал несколько статей в журналах, особенно в журнале «Шура», и оставил также очень богатые рукописные наследия, которые хранятся в разных архивах, большая часть которых хранится в фонде Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге. На страницах журнала «Шура» он горячо доказывал, что башкирский язык богат и развит, так как может выразить любое понятие. Однако отдать на суд казанских издателей свое творение все же не решился, побоявшись насмешек с их стороны. Это сыграло роковую роль в судьбе его рукописи. Не опубликованная, она сохранилась в рядах рукописных отрывков, разбросанных по архивам Уфы, Казани и Санкт-Петербурга. Относительно названия этого сочинения у меня были сомнения. Но когда в 1997 году я поработал в фонде Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге, я обнаружил рукопись, которая имеет название. Эта рукопись называется «Таварихи Башкордиян ве Ансаби Иректауян». История башкир и родословие ирактинцев. Вот тогда мне пришло в голову, что, видимо, это сочинение носило такое название. Праправнук Шарифа Киикова, Арифуллах Кииков, будучи человеком справедливым, для которого правда была выше даже святости родственных отношений, весьма критически относился к деятельности своего предка и написал своеобразное посвящение его знаменитой сабле. Вот это стихотворение тоже хранится в Петербурге. Шариф бабамыздың қылычына. Эй, мүбәрәк қылыч, ничә башларны қыйдың, атланып айғырлар ақыртып, ничә башқұртны суйдың, қайда бармы жаның, яки шығар тілің, отличие алам деп, қалдымы бір динің, яки қалдымы балаңа, бір сүйен бармақ жерің, мәртәбе алам deyip, суйылып бітті тирің, жә қылыш, ник дәшмейсің, қая қойдың достыңны, Русияны сақлаймын деп, балаларың нетті соңынан. Гарифуллах написано. Арифуллах Кииков повторил судьбу своего младшего коллеги, башкирского поэта Шейхзады Бабича. Оба они были порублены в роковом 1918 году саблями извергов, одетых в форму красноармейцев. В ауле Курдым, что в Татышлинском районе, есть святой источник, который, как сказочная живая вода, оживляет память людей, ожившим здесь задолго до них, шейхе Арифуллахе Киикове,
сыне шейха Мухаммеда Али Аль-Чукури из рода Иректе. К сожалению, большинство произведений выдающихся башкирских шейхов, ученых и поэтов-суфиев, таких как Таджуддин Елсегул, Али Чукури, Мурат Рамзи, Реза-Аддин Фахреддин, Арифуллах Кииков, остаются неизданными. Остается надеяться, что необходимые условия для публикации трудов названных авторов будут все же созданы, и сочинения эти станут достоянием всех интересующихся литературой и историей общественно-политической мысли нашего края.